Михаил Тимофеевич всегда поддерживал отношения с нашим владыкой митрополитом Николаем. Они с ним давние друзья, может, у нас уже вряд ли тоже достаточно большое время. И он такого же почти почтенного возраста, ну, конечно, помоложе, чем Михаил Тимофеевич был, вот, но они очень часто общались. И наш владыка бывал в гостях у Михаила Тимофеевича, да. Вот, и, конечно, вчера вот так прискорбно, даже с какой-то с горечью в глазах уже служил панихиду Михаилу Тимофеевичу и выражал свои соболезнования. И потом постепенно уже отец Виктор Костенков, главичильный города Ижевска, окормлял Михаила Тимофеевича. Вот, но в последнее время, уже на где-то года 4, может быть 5, общаться, значит, исповедовать, причащать Михаила Тимофеевича был назначен я, поэтому мне часто приходилось с ним общаться. Вот. И в последние года своей жизни Михаил Тимофеевич очень задумывался о Боге. Он каждый день читал Библию, то есть не только Евангелие, не только Новый Завет, он изучал библейские вопросы о сотворении мира, да, и не просто читал, а каждый день задавал свои вопросы. Вот когда приходил я, эти вопросы накапливались, и мы с ним обсуждали. Вот, ну, а пока не было меня, как говорили родственники, то каждый раз на прочитанные темы он беседовал со своими родными и близкими. Вот они вместе задавались какими-то такими духовными вопросами, библейскими вопросами. Да? Вот. И Михаил Тимофеевич, конечно, больше переживал по поводу войн в нашей мире. Да? Вот, изучая Ветхий Завет, он также мне говорил, что вот, почему возникают войны. Да? То есть вот этот вопрос его, конечно, волновал. Почему сердце человека так жестеет, наполняется такой злобой. Ну, я думаю, это его волновало как конструктора оружия. Потому что он как-то, мне кажется, чувствовал какую-то некую вину, потому что, как он говорил, я создавал оружие для защиты. То есть в тот период и вообще создавал свое оружие для защиты, но не для войны. Вот. И, конечно, ему хотелось, чтобы оружие вообще всегда использовалось только в защите. Но не разрешал носить свою меч. Не винил себя в опасности. Хотя он всю жизнь говорил, да, что оружие никем не бывает. Я думаю, вот эти переживания, он все равно человек носит, так скажем, с собой в вечную жизнь, да. Вот. И когда Михаил Тимофеевич спрашивал у нашего владыки: «Владыка, прости ты меня, Господь?» И владыка ему ответил, что там, где есть покаяние, там есть прощение. Вот. И последние свои года жизни Михаил Тимофеевич часто исповедовался, причащался святых христовых тайн. И вот уже в последние дни, когда он уже находился в реанимации, вот, он также пригласил меня, и я его исповедовал и причастил. Буквально через неделю, через недельку Михаил Тимофеевич тихо отошел к Господу. Вот я думаю, вот эта тихая и безмятежная кончина, она и может быть названа вот на самом деле христианской. Потому что мы в церкви каждый день молимся и просим Бога такими словами, что: «Господи, дай нам тихую и безмятежную кончину». Вот именно такой тихой и безмятежной кончиной, много раз исповедовавшись пособоровавшись и причастившись святых христовых тайн, Михаил Тимофеевич пришел ко Господу. То есть правильно я понимаю, что все-таки он пришел к Богу? Конечно, конечно. Он всегда говорил: «Я всю жизнь был атеистом, всю жизнь был атеистом, и прости ты меня, Господь, я сейчас пришел к Богу, я узрел Бога». Вот, конечно, его это всегда волновало, но я думаю, для любого человека, приходящего к Богу, волнует этот вопрос прощения. И, конечно, часто исповедовался, поэтому, я думаю, здесь, конечно, Господь всегда прощает любого грешника. Отец Роман, тебе вопрос. Вы все как помните, родились в Ижевске? Да. Не обидно ли для горожан тот факт, что решение принято хоть и семьей, но все-таки хранить в Москве, а не в городе, которому не изменить даже судьбу не надо? Что скажете? Я не знаю, как здесь ответить, конечно, на этот вопрос. Вот,
Ну, для нас, людей православных, конечно, важна сейчас молитва за Михаила Тимофеевича, да. Ведь мы верим, что тело, любое тело человека, умершего, оно воскреснет. Или оно находится здесь, в Ижевске, или оно находится в Москве, или за его пределами, да. Вот, все равно в свое время Господь его воскресит. Да, и, конечно, как здесь по желанию родственников, похоронить его в Москве. Вот. Ну, наверное, это такая последняя дань, почесть действительно великому военному человеку, конструктору, да, и его ордена, он буквально во всех смыслах кавалер, да, это мы видим по его орденам, по его заслугам перед Отечеством, да. Вот. И, наверное, конечно, родственники правильно сделали выбор, да, что вот на таком мемориальном кладбище, где будут покоиться вот все герои России, будет захоронен Михаил Тимофеевич. И нас со стороны церкви успокоил тот факт, что отпевание будет проходить там, на том же кладбище, да, где есть храм. Да, отпевание будет там, на кладбище, потому что там будет особо выделенное место для этого, время, да. Вот. А здесь, в храме Михайловском, мы будем прощаться с Михаилом Тимофеевичем, будем регулярно служить панихиды, то есть упокоение ушедших, как это и положено в традициях церковных. Ну и, конечно, для нас это тоже... Я думаю, это будет как по наитию.